Добрый день, на Беренче радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона в студии Айдайна Заркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Нурджан Качканбекова. С 20 по 22 сентября возле Театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева в Бишкеке пройдет уникальное событие – ярмарка и выставка органической продукции и технологий производителей стран Центральной Азии. Мероприятие, поддержанное Министерством сельского хозяйства Кыргызстана, соберет лучшие образцы продукции, выращенной безопасными методами. Гости смогут насладиться разнообразными овощами, фруктами, сухофруктами, орехами, соками, джемами, вареньем, лекарственными травами, чаем, медом, пчелопродукцией и многим другим. Это событие соберет более 50 фермеров и производителей со всей Центральной Азии, которые представят широкий ассортимент товаров, произведенных с заботой о здоровье и природе. Посетители смогут купить фермерскую продукцию и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению экологически чистых блюд, а также насладиться дегустациями. Дополнительно будет организована развлекательная программа с концертами и демонстрацией новейших аграрных технологий. Мероприятие проводится в рамках регионального форума «Органик Экспо Центральная Азия», который пройдет в Бишкеке параллельно с ярмаркой. Почему зеленая экономика так важна? Какие меры нужны для поддержки органического производства, а также какие возможности открываются перед Кыргызстаном в этом направлении, а также о том, как пройдет выставка в течение нескольких дней. Обо всем этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в студии прямого эфира находится автор инициативы «Органика. Посол мира. Центральная Азия» Санжар Султанкулов, официальный представитель ОСО доктор ДОС Бермет Канеметова, а также координатор проектов продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Эмиль Умуралиев. Добрый день, дорогие гости. Давайте начнем с самой выставки. Расскажите вообще, как эта выставка, пришла идея организовать такую выставку, форум, она проводится в первый раз, вот такая крупная, соберет сразу несколько стран Центральной Азии. Наверное, Санжар Касабалевич, наверное, вы ответите на этот вопрос. Первый будет, наверное, вам адресован. Все-таки вы, как являетесь автором, да, такой вот выставки. Немного буквально вот об этом рассказать и, наверное, сделать акцент, какое значение все-таки имеет это такая вот такое международное сотрудничество и участие в таких мероприятиях, как Органик Экспо 2024, ну, наверное, для развития нашего сельского хозяйства в Кыргызстане, я имею в виду. Спасибо. Эта инициатива была провозглашена от Департамента органического сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. Год назад я был приглашен тогда еще директором Самбек Сатыбековича Турсуналиевым в качестве советника. И тогда мы эту идею прорабатывали, предлагали и сформировали как необходимость инициатива от Департамента органического сельского хозяйства. Насколько мы знаем, в странах СНГ, по-моему, только в нашей госструктуре есть такой первый орган, что это очень значимо. И мы посчитали, что Департаменту органики необходимо поднять важную инициативу, и благодаря поддержке донорских проектов, как ОБСЕ, ФАО, мы смогли посетить практически все страны Центральной Азии и Монголии, и поэтому убедились, что ситуация в этих странах везде схожая. Например, не хватает информации, экспертов, технологий, инноваций, то есть необходимы стандарты, сертификация, рынок сбыта, то есть везде в меньшинстве биофермеры, которые нуждались вот в общем векторе. И вот мы поняли, что лучше развиваться на региональном уровне, подходить регионально. Вот у меня любимая пословица: думай глобально, действуй локально. Поэтому, обследовав вообще ситуацию, мы поняли, что Кыргызстан имеет право от Департамента органического сельского хозяйства предложить такую объединяющую инициативу, чтобы определить
все-таки общий вектор, и со странами братских граничащих, где у нас много вопросов, нам лучше выходить вот воедино. Поэтому история этой инициативы, и мы действительно, это первая инициатива, очень важная. Я думаю, эта инициатива как бы вектороопределяющая. Ну вот мои коллеги тоже дополнят. Эмиль Асанович, минуточку, сначала я, наверное, объявлю номер телефона в нашей студии. Если вдруг у кого из наших радиослушателей возникнут вопросы к нашим гостям, то, пожалуйста, можете позвонить по номерам телефонов. Телефон городской 0312 39 21 90. Еще раз повторю, 0312 39 21 90. И другой номер телефона 0502 39 21 90. 0502 39 21 90. Также хочу отметить, что наш прямой эфир также мы транслируем и на страничке Facebook. В поисковике наберите «Беречи радио», увидите нашу прямую трансляцию, вы там тоже можете оставить свои комментарии, либо же какие-то вопросы к нашим сегодняшним гостям. Ну и, наверное, продолжим с вами, Эмиль Асанович. Я напомню, что Эмиль Асанович является координатором проектов продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Эмиль Асанович, ну как важна действительно вот такая международная ярмарка для развития сельского хозяйства, и немного можете ли нам рассказать о роли донорства? Это же тоже очень важно. Спасибо большое. Стоит отметить, что эта выставка не совсем происходит первый раз в Кыргызстане. У нас традиционно осенью проводились органические экспо под эгидой Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики. И каждый год количество участников
похожие. А по поводу вот как бы специфики региона, сейчас у нас есть один, например, глобальный проект, инициатива, одна страна, один продукт. И, например, Кыргызстан выбрал как один продукт, который вот специфичен для нашей страны, это грецкий орех, потому что у нас есть огромный
выставки, да, давайте поподробнее поговорим о форуме. Вообще говорилось о том, что вы упомянули уже, что в первые 3 дня будут везде разная программа. Вот в первый день форум, но выставка перед театром оперы и балета будет ежедневная, да? Расскажите вообще, кто приедет на форум, может быть, какие-то известные компании, и вот именно по отраслям можете рассказать, чтобы было поинтереснее, да, вот по каким вот органическая продукция, какие страны чем занимаются, да, и чему уделяют внимание, в том числе Кыргызстан, вот какие компании по отраслям будут представлены у нас? На самом деле органика это же новое, Мгм. и, как я сказал, будут собираться фермеры органики, подвижники, поэтому 3 дня выставка, ярмарка, демонстрация, там будут практически все возможные продукция органики и переходного периода от 6 стран производителей, да, а сам форум будет проходить в конференц-зале Хаят, гостиницы Хаят, и первый день там будут представители 12 стран, то есть это вот с Австралии едут гости, как президент Всемирной ассоциации регенеративного сельского хозяйства. То есть это очень интересно, потому что если мы не сможем сохранить органикой наше достояние, ценности, то нам придется регенерировать, восстанавливать. Поэтому это вот очень интересные эксперты приедут и приедут со Всемирной ассоциации международного органического хозяйства IFOAM, посол IFOAM Global с Германии. Также будут эксперты вот, благодаря поддержке и приглашению ФАО, опытные значит, эксперты из Турции, то есть, ну и все лидеры органики Центральной Азии и Монголии. И на второй день на экоферме будут демонстрации, также мастер-классы, TEDx, программа TEDx в органике, поэтому я думаю, программа будет очень интересная, потому что здесь мы, как сказали, смогли мобилизовать всех, кто в органике, и как бы идейным как бы покровителем является организация объединения биофермеров Кыргызстана, это Органик Холдинг. Поэтому им тоже спасибо за поддержку. Мгм. То есть, смотрите, в мероприятии примут участие не только вот те фермеры, которые занимаются этим, но могут ли прийти туда заинтересованные стороны, те, которые интересуются органикой. И вот если пробежаться немножечко по темам, о которых будут говорить спикеры, что есть интересного для фермеров? На форум можно будет участвовать быть слушателем, только необходимо пройти регистрацию. Но те, кто не успел или не
Наши постоянные встречи и политический диалог в рамках ежегодного стратегического совета дают хорошую возможность еще большему развитию и углублению нашего взаимодействия. В условиях нынешней политической ситуации, которая требует тесного сотрудничества и координации, мы заинтересованы в укреплении и отношении и открытии новых возможностей с венгерской стороной. Я очень рад встречать вас с официальным визитом в Кыргызстане и хочу сказать, что Кыргызстан ваш второй дом, заявил Кулубаев. Теперь коррупционеры будут сидеть в тюрьме, а их близким родственникам запретят занимать должности. Об этом заявил глава Госкомитета национальной безопасности Хамчебек Ташиев. Председатель ГКНБ отметил, что, несмотря на снижение уровня коррупции в стране, она продолжает оставаться проблемой в государственных структурах. Он подчеркнул, что некоторые задержанные за коррупционные преступления иногда вновь оказываются на свободе, что приводит к усталости у правоохранительных органов. В связи с этой ситуацией Госкомитет национальной безопасности разработал законопроект, согласно которому коррупционерам будет пожизненно запрещено работать в госучреждениях. Он также подчеркнул, что родственников коррупционеров, включая детей и братьев, не следует допускать к госслужбе. В ближайшее время система «Безопасный город» начнет работать на всей территории Кыргызстана. МВД и его территориальные подразделения начинают работу по внедрению системы, сказал министр внутренних дел Улан Ниязбеков на совещании. Согласно указу президента, МВД определено уполномоченным государственным органом, ответственным за координацию реализации компонента «Безопасный город» во всех регионах республики. Как сообщает МВД, первые руководители управлений и отделов внутренних дел на местах сообщили о готовности подключиться к системе «Безопасный город». Министр Ниязбеков сообщил о применении мер в отношении городских или районных отделов внутренних дел, если требования указа не будут выполняться. На сегодня в рамках проекта установлены камеры в городах Бишкек и Ош, а также вдоль автодорог Бишкек-Фургат и Бишкек-Ош. По городу Ош и Ошской области с 1 октября этого года регистрация юридических лиц в форме ОССО будет проводиться исключительно в онлайн-формате. Как сообщили в Минюсте, заявления в бумажной форме приниматься не будут. Запуск онлайн-регистрации юридических лиц направлен на упрощение административных процедур и поддержку предпринимателей в их стремлении развивать бизнес в условиях цифровой экономики. Напомним, с 27 августа 2024 года онлайн-регистрация ОССО стартовала в городе Бишкек и Чуйской области. За этот небольшой период зарегистрировано уже более 400 предпринимателей. Также стоит отметить, что прогресс регистрации стал значительно быстрее и удобнее, так как появилась возможность подачи заявления в любое время, независимо от графика работы регистрирующего органа. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру телефона 0312 62 62 10, добавочные 135 175 или 189, а также по мобильным номерам 0700 64 97 97 и 0772 64 72. Специалисты проконсультируют, как правильно оформить заявку. В Кыргызстане предпринимателям выдано беспроцентных кредитов на сумму 7 миллиардов 615,6 миллионов сомов в рамках проекта «Экстренная поддержка микро, малых и средних предприятий». Об этом сообщили в Минфине. Займы получили 10 607 предпринимателей по двум категориям финансирования. Отметим, что проект реализуется по всему Кыргызстану до июля 2027 года. Курсы валют по отношению к сому, установленные Национальным банком Кыргызской Республики на сегодня: 1 доллар США 84 сома 36 тыин, 1 евро 93 сома 89 тыин, 1 российский рубль 92 тыин, 1 казахский тенге 17 тыин. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях, горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабатской областей дождь в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабатской областей и в Баткенской области без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 9-14, днем плюс 23-28, в Таласской долине ночью плюс 6-11, днем плюс 20-25,
Ночи радио, и сегодня говорим о выставке, которая пройдет с 20 по 22 сентября, посвященной органической продукции. Сегодня у нас в гостях находится автор инициативы «Органика. Посол мира. Центральная Азия» Санджар Султанкулов, официальный представитель ОСО доктор ДОС Бернет Каниметова, координатор проекта продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Эмиль Умуралиев. Вот мы до этого говорили о самой выставке, да, теперь, я думаю, нужно
Альберта Мирбековна, все ли сейчас изобретено? Вот смотрите, верблюжий сыр, ну кто мог подумать, вроде бы так просто, вот перед глазами, только Да. возьми, да и положи, да, придумать. Все ли сейчас придумано или нет? Ну, я думаю, много чего придумано человечеством, Ага. но если мы говорим о бактериях, то только 3% бактерий изучено из 100. Ого. И на самом деле история с бактериями, если вот говорить простым бытовым языком, то, безусловно, это большие ресурсы, да, и политическая воля должна быть даже не страны, не государства, целого региона, может быть. Вот. У бактерий большое будущее с точки зрения именно органики, с точки зрения рециклинга, да, то есть восстановления цикличной экономики. И вот, я думаю, что есть куда стремиться, есть что изучать и Целых что внедрять. 97% еще Это довольно работы много. непочатый край. Я что Непочатый знаю из край. бактерий, что они есть полезные и не полезные, и все. Все верно, Все все верно, да? верно. И бактерии живут как на нашем Ага. теле, так и внутри организма, находятся в среде, но мы не замечаем, не видим. То есть они не подвластны нашему взгляду человеческому, А скажем. куда нужно пойти учиться в будущем, чтобы вот заняться такой Да, деятельностью? Ведь 97% это очень много. конечно, И, это факультеты биологии, то есть инженерии, как да, положено, да? То да, есть стандарт да, хорошо. да, да. Хорошо. Так, Санжар Касымалиевич, предстоящая выставка «Органик Экспо Центральная Азия». Вообще акцент сделан на какую целевую аудиторию? Для фермеров могут ли это заинтересовать и обычных городских жителей, кто не интересуется сельским хозяйством, как воспроизводитель, а интересуется как потребитель? Хороший вопрос. На самом деле здесь цели, можно сказать, многовекторные, да. Э, как мои коллеги отметили, все могут приходить на выставку, ярмарку, потому что при удачном принятии всех гостей со всеми их заготовленными биопродуктами, то мы сможем увидеть очень много интересного и нового, особенно с Казахстана, с Монголии, потому что в Монголии мы при помощи проекта ФАО, когда изучали опыт органики, встретили, например, очень интересные технологии и переработанную органическую продукцию из облепихи, которые очень хорошо экспортируются в страны Японии и Кореи, и мы их пригласили, чтобы они выставили свои технологии, инновации, продукции как пример, да, например. И здесь очень хочется отметить еще такой момент. В Монголии, например, научно-исследовательский институт защиты карантина растений э, свою работу ставит в основном на производство биометодов. И вот мы там узнали, что у них уже разработан биометод по борьбе с саранчой, который дает 80% эффекта. Да? То есть такие новшества и технологии мы ожидаем. Это вот второе, для экспертов упор делается. Ну и третье, так как будут представители и госструктур из других стран, которые ведут органическую политику, то я думаю, и для представителей Министерства сельского хозяйства и государственных служб работа форума будет интересна и полезна, потому что, как я сказал, для нас, экспертов органики, самое главное узнать, где мы находимся, сколько нас, какими оружиями труда, именно инновации, технологий в органике мы обладаем, как мы сможем их аккумулировать, дать возможность использовать всем нашим ищущим биофермерам, объединить лидеров органики Центральной Азии и уже двигаться в одном направлении. Поэтому у нас многовекторная как бы задача, которую, я надеюсь, мы сумеем все это усвоить, освоить и прийти к одному знаменателю. Мгм. А как вы думаете, вы упомянули о том, что вот на выставке будут представлены различные новые технологии, да, которые есть в других странах, но которых еще нет у нас. Вот насколько вот эти вот это взаимодействие стран, да, поможет, например, кыргызстанцам, нашим фермерам узнать о том, какие вообще есть возможности, какие есть технологии для того, чтобы, может быть, начать это делать и у нас в стране, потому что часто те, кто
живут или побывали за рубежом, они говорят о том, что у нас практически во всех отраслях очень много возможностей, которых еще у нас не было. Ну, вначале, как я упомянул, основной организатор и официальный как бы автор этой идеи является Департамент органического сельского хозяйства, который ведет органическую политику. Я уверен, что они собирают базу данных, собирают списки, собирают все контакты, технологии, всевозможную информацию, и далее они смогут
продукцию, а то, что у нас очень хорошая органика, это об этом говорят все с каждого утюга, особенно на Дальнем Западе. Вот как нашу продукцию предоставить людям, проживающим в Европейском Союзе, к примеру, Да, вы очень грамотно поставили этот вопрос, потому что вот если есть два ящика яблока с какого-нибудь отдаленного региона Кыргызстана, и они выросли прям в соседних садах, поливались из одной речки, и их отличает друг от друга, вот, то есть вот этот ящик органический, а этот неорганический, только сертификат. Потому что если вы проверите лабораторно, они будут идентичны. А органическим и нам дает право называть вот этот ящик именно сертификат. Сертификат – это документ, на который после проведения инспекции и аудита фермерского хозяйства на правила производства подтверждает чистоту этого производства. Ну и, естественно, потом это подтверждается какими-то лабораторными данными. К сожалению, система сертификации в Кыргызстане находится сейчас на очень зачаточном состоянии, потому что совсем недавно мы приняли закон об органическом производстве, разработали национальный стандарт органики, и у нас есть положение о сертификации утвержденных правительством. Но это как бы не ограничивает возможности наших фермеров. Они у нас очень проактивные, они получают сертификаты Европейского Союза, европейских стран, Японии, Китая, Америки. Ну, то есть система сертификации у нас действует. У нас есть фермы, которые экспортируют, например, органическую фасоль в 11 стран Южной Европы. Милясанович, я, к сожалению, вынужден вас прервать, потому что время программы завершается, но разговор на этом не заканчивается. Я предлагаю вам после окончания этой выставки уже через некоторое время подойти, сделать определенные итоги, и мы обязательно продолжим вопрос сертификации органической продукции. Хорошо? Стоит. Айда, напомни, пожалуйста, кто был сегодня у нас в гостях. Да, сегодня у нас в гостях был автор инициативы «Органика. Посол мира Центральной Азии» Санджар Султанкулов, официальный представитель ОСО доктор Дос Бермет Каниметова, координатор проекта «Продовольственная и сельскохозяйственная